Самые нарядные костюмы, слезы педагогов и учеников и, конечно, вальс. Все это неотъемлемые составляющие последних звонков. Они накануне прозвенели в школах Коми. На первый и последний звонок в новую школу Сыктывкарской орбиты выехала Анна Зубарева. В Коми в этом году 4500 выпускников 11 классов. Часть из них выпускается сегодня из гимназии имени Пушкина. Новая школа в орбите впервые прощается со своими учениками. Исторический момент, не иначе. У них уже позади уроки, перемены, школьные конкурсы, соревнования и классные часы. Выпускников ждет впереди новая жизнь, гораздо более самостоятельная. Признаются, что несмотря на праздник, прощаться с одноклассниками и учителями грустно. Как будто совсем не были к этому готовы. Ну, чувство такой досады некой началось еще со вчерашнего дня, когда прозвенел в нашей школе последний звонок, понимая, что уже новая жизнь, то, что уже 11 лет, это, считай, большая часть моей жизни. Но, с другой стороны, интересно, что будет дальше. Ну, 11 лет проучились, и все это закончилось, и грустно становится. Не хочется прощаться. Республиканская гимназия имени Пушкина выпускает в этот день 49 11-классников. И сами ребята и их родители жалуются на одно и то же – быстротечность времени. Выпускаем Якова, сына Якова нашего. Да, счастливы, что это дело закончил он почти до конца. Осталось только ЕГЭ. Мы чуть-чуть волнуемся. Грусть. И быстро пролетевшее время. Кажется, что недавно еще мы в первый класс пришли, а уже сегодня 11 заканчиваем. У учителей день выдался не менее эмоциональный. Оксана Николаевна, классный руководитель 11 Б, вспоминает, какими к ней пришли ее пятиклашки. Маленькие, непослушные, шаловливые, 7 лет вместе и в итоге один из самых дружных классов. Я 1 сентября приду в школу, их не встречу. То есть какую-то, я не знаю, как это даже сказать. Но мне жаль, что они уходят, конечно, потому что действительно мы были дружные, мы вместе очень много проводили времени, мы ходили в походы. Все были спортивные, закончили на отлично. И я думаю, впереди ждет великолепное будущее. Педагоги очень просят выпускников про родную гимназию не забывать. Говорят, что им здесь будут всегда только рады. Тем более, что тут же на территории учреждения сад памяти. Деревья, которые сегодня посадили сами выпускники. Наша республика присоединилась к международной акции. В память о каждом из 27 миллионов погибших на Великой Отечественной войне всего будет высажено 27 миллионов деревьев. Первый раз эта школа, новое здание, прощается со своими выпускниками. Для них эта дата тоже особенная. И когда они будут приходить потом, через 5, 10, 20 лет, они будут уже своим детям говорить, что эти деревья посадили они. Международная акция была запущена в прошлом году. Сады памяти появятся во всех муниципалитетах Коми, как в населенных пунктах, так и на территории лесничеств. Отрадно, что школьники понимают всю значимость события и ответственность, что лежит на их плечах. Наша гимназия в годы войны ни на день не закрывалась. И, например, первые наши директора, они ушли на фронт и там погибли. Это, безусловно, важная акция, потому что мы, как будущее поколение тех людей, которые воевали, должны почтить их память хотя бы таким методом, раз мы по-другому это уже никак сделать не можем. Сейчас самое волнительное время для выпускников. И хоть формально со школой они уже прощаются, впереди еще экзамены в активном режиме. Даже по выходным вместе с педагогами 11-классники готовятся к ЕГЭ. Первые по литературе, химии и географии уже в следующий понедельник. Анна Зубарева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.